В ноябре на экраны российских кинотеатров выйдет фильм «Тыгын-Дархан». Масштабная историческая картина уже заинтересовала многих кинокритиков, которые успели посмотреть фильм, а также зрителей. Сейчас мы поговорим с директором этой масштабной картины Верой Филипповой. Вера Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вот в ноябре ожидается премьера. Чего ждать российским зрителям, ну и, естественно, нашим жителям республики? Ну, с 4 ноября у нас произойдет всероссийский прокат нашего фильма исторического «Тыгын-Дархан» по 150 кинотеатрам России. Это по городам Санкт-Петербург, Екатеринбург, Татарстан, регионы тоже, да, охватят. Также у нас произойдет прокат в городе Якутске и по республике, потому что многие жители в связи с пандемией этот фильм еще не смотрели. И мы очень надеемся, что наш фильм заинтересует российских зрителей, потому что вот недавно я приехала с Казанского кинофестиваля. Там наш фильм, конечно, очень заинтересовал зрителей Татарстана. Их интересует история кинематографистов Якутии, да, вообще история Якутии. И все говорят, как один человек говорят, что исторический фильм в последние годы редко создается, да. И их, конечно, впечатляет вот участие народа. Очень много массовки. 4 сезона мы запечатлели в этом фильме, да. Более 10 тысяч человек участвовали, наш народ. И также вот профессионалы работали. Профессионалы, молодые кинематографисты. Я хочу вот всех прямо назвать, да. В первую очередь я хочу вот поблагодарить Никиту Аржакова, да, нашего режиссера, классика республики, который вот воссоздал такой фильм. Этот фильм создан для сохранения истории, для сохранения самобытной культуры, языка, традиций народа Саха. И вот это вот благодаря нашим специалистам, профессионалам, да, которые давно работают с ним в одной команде. Это художники под руководством Петра Николаевича Бояркина, это Дарья Петровна, это наш великолепный Юрий Бережнев, и у него команда очень большая и солидная, да. У всех свои фильмы у этих ребят. Я очень довольна командой, которые работали в этом фильме. И я надеюсь на большой успех по России. Вера Михайловна, вот вы как раз упомянули об истории, да? На самом деле, вот недавно у нас прошли выборы. Как, на ваш взгляд, вот эти события выборного процесса, как они связаны вот с теми событиями, которые происходили в историческую эпоху, о котором говорит фильм? Ну, наш фильм рассказывает о подлинной исторической личности нашего легендарного героя Тыгын-Дархан, который жил в XVI веке. И вот сегодня мы видим острог, да, я очень тронута сегодня, да, что именно стою здесь. Вот этот острог воссоздан тоже в 1685 году и называется «Башня Тыгына». И оказывается, вот одна башня осталась, да, а его было 16 штук. И всякие там были другие сооружения, да, которых вот мы не видели. Осталась только одна вот башня, от этого все пошло, да. И я очень хочу вот то, что Тыгын-Дархан, легендарный наш герой, хотел воссоединить народ Саха, и оно у нас сколько веков-то? 4 века мы живем дружно, да. И поэтому я считаю, что мы благодарны и должны нашим героям, да, сказать, вот да, они сделали для народа. Хоругум толар күннә хәбит боллагына, кыра сыйгалар умнуллуқтара, кәнчәрі чаддағаны мен аппын, өтөт алынан өтөға. Было потрачено 255 миллионов. Это 100% инвестирование правительства нашего, да. По мнениям экспертов,
считается, это для исторического фильма очень мало. В России фильмы, да, которые вот кассовые, они снимаются на миллиард рублей. Да? Ну, я расскажу, что сначала мы купили, конечно, оборудование. Оборудование у нас немецкое, последней марки оборудование, которое сейчас используется Сахафильмом. Очень много частных у нас, да, и государственные. Все они, значит, пользуются этим оборудованием. Так, потом мы сняли фильм наш 144 минуты. В основном фильмы 90 минут. Это считай, что 2 серии мы сняли. 2 серии в 14 населенных пунктах снимали, да? Это начиная с города Якутска, Нюрба, Аймекон, Верхоянск. Это переезды минимум 600 километров. 600 километров, 1000 километров, да? Вот такие расстояния и такие переходы. Снимали 4 сезона. Лето, весна, зима. Понимаете, да, как это? А потом, значит, у нас съемочная группа, проживание и актеры, да, Сахатеатра. Я очень благодарна Анатолию Павловичу Николаеву, который нас поддерживал транспортом. Всегда вот не хватало транспорта, и Сахатеатр всегда нас поддерживал, да, и актерами. Они вообще все патриоты. Я просто вот сейчас поражаюсь, как они выдерживали такие сложные зимние съемки, да. Я хочу еще упомянуть, что коневоды, как они работали, они сами приходили и говорили, что мы можем работать, мы можем каскадерами и так далее. Мы никого извне не приглашали. Поэтому эти деньги ушли в народ, я хочу сказать, да. И налоги мы оплачивали в республику. Поэтому я, как продюсер, я говорю, что да, эти деньги были, и они ушли. Мы строили вот эти деревянные, натуральные вот эти объекты, более 200 объектов. Там и балаганы, и уроса 67 штук. В общем, короче, их перевозить туда-сюда. Это большие расходы. Я не могу это вот... Сейчас вот даже мне... Как это все получилось, я очень рада, что именно до пандемии это мы все сделали. Нам надо было 200 мужчин в Амгинском Улусе, да, снимать. Мы построили, да, тоже крепость, где должны были пройти бои. Да? И 200 человек, вот они как один пришли, даже участвовал глава Амгинского Улуса. Прямо их остановить было невозможно. До того они вошли в роль. Действительно, наш народ, он очень такой талантливый, да. Да, мы были древним кочевниками, и это все, видимо, кровь заиграла. И эта сцена получилась очень хорошо. Эта крепость существует в Вайнёсе Амгинского Улуса. И люди ходят, смотрят, что здесь произошла съемка кинофильма «Тыгын-Дархан». Ну, в принципе, значит, объекты остались, и их тоже можно использовать как какой-то культурный памятник, как какие-то проводить там фестивали, что-то вот такое интересное. Да, да. Туристические центры хотят сделать, да. В Амгинском Улусе, Самарсуне, да. В селе Мяндиге тоже есть сооружение крепости, да. Вот это все будет использоваться. Я еще хочу сказать, что по линии Министерства культуры, да, вот на днях прямо сделаны списки. Мы будем раздавать вот этим театрам, да, краеведческому музею, улусным музеям, всякими культурным центрам. Будем прямо по списку, кто участвовал в этом фильме, мы хотим передать на сохранение костюмы кинофильма «Тыгын-Дархан». Когда создаешь вот такое, да, историческое, такое масштабное кино, да, то кино само идет своим путем, да. Я вот это поняла, когда мы попали первый раз в исторический фестиваль Вече в Великом Новгороде, да. Вот как раз там тоже Кремль, кстати. Ага. И сегодня мы тоже вот упомянули нашу башню, тоже Кремль, да, из 16 башен. Вот это у нас в Сибири самый масштабный острог был, оказывается. Поэтому я, когда попала недавно, вот буквально 10 дней тому назад в Казани,
тоже Кремль, да. И наш фильм идет своим путем. Он находит своих зрителей. Там вот председатель отборочной комиссии, да, Гульнара Абикеева из Казахстана, она специально посмотрела наш фильм, пришла и такие выводы она сделала, очень хорошие. Я просто благодарна ей, да, в том плане, что он очень оценил вот исторический наш вот тюркский мир. Все-таки наш народ происходит, наш язык тюркскому языку принадлежит, да. Поэтому вот какой-то вот интерес к тюркского мира, к нашему языку, истории и так далее. И она вот отмечает, Тыгын Дархан показывается в этом фильме как основа семьи. Мы же знаем, да, что семья – это самое главное, да, в народе, это самое главное. Какое его отношение к дочерям, к сыновьям. Вот это, от этого все и идет история, да. Поэтому очень оценил, конечно, многочисленные находки режиссера. Все актеры были, очень хорошо играли натурально, да. Вот это все оценивается другими глазами, не нашими зрителями, да. Это меня очень радует. И мы надеемся выйти на тюркоязычные страны. Китай тоже очень заинтересован, да. Поэтому я думаю, что наш фильм пойдет. Мы постпродакшн делали в концерне «Мосфильм» под руководством Шахназарова, да? И вот эти специалисты, звукорежиссеры, монтажеры, да, они просто, как увидели наш фильм, они просто начали жить вместе с нашим фильмом, да, и говорят, до сих пор не могут они уйти от этого тепла, да, от этой красочности нашего климата, погоды. Все это, пейзажи, их завораживает. И они не могут просто выйти из этого состояния, да, они сами нам пишут. Даже вот те, которые работали, они оценили грандиозные работы, вот которые работали, да. Наш композитор Константин Шевелев, вот эта музыка, да, в сочетании с нашими хамусом, там вот эти якутские, да, оркестры и так далее. Это просто изумительно. Я, например, сама смотрела 8 раз. И каждый раз я нахожу какие-то детали. И я вот хочу, чтобы наш народ ходил, потому что я всех призываю, наш народ, да. Мои вот знакомые, которые видели, они даже вот говорят мне, мы плакали. Это самая хорошая награда для тех, кто создает вот этот фильм.